29 января в Малом зале Башкирского академического театра драмы имени Машиты Гафури в рамках открытия Года литературы состоялось авторское чтение рассказа уфимского писателя Салавата Вахитова «Банка счастья». Автор не новичок в подобных мероприятиях, поэтому как опытный актер он легко и непринужденно общался с залом, обыгрывал актуальные политические и литературные проблемы, широко использовал слайды и музыкальные вставки. Будучи лингвистом, Салават Венерович купался в языковой игре, лингвистических шутках и парадоксах. Выйдя на сцену с модным рюкзачком, он извлекал из него по очереди двухтомник поэта Евгения Евтушенко, пластинку с музыкой группы Rolling Stones, таблетки, пакет гречки, Конституцию Российской Федерации и остроумно обыгрывал их в своем рассказе. Да, пластинки Rolling Stones вообще было невозможно найти. Хотите посмотреть? Это настоящая пластинка с того времени. Мало того, что она виниловая, она была выпущена где-то в Индии по лицензии, каким-то чудом попала в Советский Союз и в богом забытую Уфу. И вот я ее купил уже за 40 рублей, то есть за всю стипендию. И целый месяц ходил голодный без обеда, но зато был счастлив. Вот сейчас захотите какую-то музыку, да, послушать, ну чё ж, ВКонтакте понажимал на кнопочки, и она заиграла. А счастье-то где? Счастья нету. Все эти разнообразные истории и анекдоты на тему счастья, охватывающие самые разнообразные проблемы от юношеских увлечений до истории Древнего Египта и мифа об Атлантиде, и от последствий алкоголизма до государственного строительства, как оказалось в завершении вечера, были лишь виртуозной артподготовкой. Подготовкой к главному наступлению на сердца и умы собравшихся в лице студентов первого курса русского отделения Института филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени Акмуллы, преподавателей уфимских вузов и коллег по писательскому цеху. Пресловутую банку счастья Салават Венерович использовал в качестве прозрачной урны для голосования за новое государство свободных и счастливых людей. Но кульминацией вечера стала не эта остроумная домашняя заготовка, а пронзительная история о проводах в армию в 1985 году младшего брата писателя Марата. Это было время, когда из Афганистана в цинковых гробах возвращались его одноклассники. И когда чудесным образом стало известно, что брата отправили в мирный Свердловск, эти мгновения радости стали одними из самых счастливых минут жизни автора. И вот я бежал в гору и кричал: «Свердловск, Свердловск!» А навстречу мне выбегали, ничего не понимая, встревоженные мама и папа, и бабушка, и все тогда еще были живы, и с женой, которая согреет меня в дни горести и печали, я тогда еще не был знаком, но я был счастлив тогда, и играла музыка. В конце встречи Салават Венерович ответил на вопросы писателей Артура Кудашева, Николая Грахова и Рената Шарипова. Главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин забрал у рассказчика арендованную у него банку счастья. Доцент кафедры философии БГПУ Рушания Лукьянова вручила автору рассказа цветы, а публика проводила громкими и долгими аплодисментами.